Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Более 170 лесных пожаров бушуют на территории региона, где обстановка наиболее сложная. Смог рассеивается. Постепенно восстанавливают расписание полетов аэропорта Якутск. Ленские столбы, река Лена, красота Синских скал и многое другое. 4 туристических маршрута от Якутии представят на всероссийском конкурсе. На территории Якутии действуют 172 природных пожара. За сутки ликвидировано 17 на общей площади свыше 57 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут 4800 человек и 766 единиц техники. В населенных пунктах Беськюэль, Тастах, Кырыкай, Берие, Тыкель, Ударник, Эргеле, Хейдей, Ортосурт, Мельжихси и Фрунзе. Работают специалисты МЧС России. За сутки авиация ведомства выполнила 6 вылетов. Перебросили более 100 человек. Особенно сложная ситуация в Намском районе. Особое внимание пожарам, которые угрожают населенным пунктам, это в Горном Улусе, Намском Улусе, 25-й, 22-й пожары, вот Намские пожары. Особое внимание пожарам в Чурапчинском, Татинском Улусах. По всем пожарам расставлены силы и средства, идет круглосуточное дежурство, идет процессы обратного отжига и прокладка минерализованных полос. И сегодня в Якутию прибыл заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Вместе с главой региона Айсаном Николаевым они сейчас работают на территории Намского района. Власти республики по немецким технологиям построят быстро возводимые дома из местной древесины для жителей пострадавшего от лесного пожара села Беськюэль в Горном районе. Сейчас ведут изыскания для определения того, насколько сильно произошла оттайка грунтов из-за пожара. Это позволит провести дальнейшую разработку проектной документации домов, сообщили агентству ТАСС в Минстрое Якутии. О преимуществах немецких панелей подробнее Власий Сергеев. Немецкую технологию строительства домов Massive Holzmauer на территории Якутии начали применять с 2011 года. Ее особенностью является то, что дом собирается из комплекта заводской готовности, состоящего из деревянных стеновых панелей. Панели изготавливаются как? Это сушится пиломатериал. В основном мы берем боковую доску, так называемую. Это 2 крайние доски, которые у нас менее ликвидные. Ее мы просушиваем, строгаем, калибруем, даем определенную форму. И дальше уже по проекту у нас есть так называемый раскрой панелей. По раскрою панелей мы формируем детали дома. В дальнейшем уже эти панели собираются непосредственно на строительной площадке. Отличительной чертой технологии является скорость строительства. По словам специалистов, монтаж дома на 80 квадратных метров займет от 2 до 3 дней. Помимо этого, они отмечают высокую жесткость конструкции, которая позволяет произвести отделку плиткой или краской, не опасаясь сдвигов панелей. Важным преимуществом также является экономичность. Цена сейчас у нас стоит за 1 куб 21 500 рублей. Например, сейчас брус в рынке стоит в среднем 25 тысяч за куб. Притом сейчас бруса в наличии в республике почти нету. Брус покупаете, там очень много отходов. Например, там дверные проемы, оконные проемы, углы там вырезаете. И, соответственно, почти в цене как бы еще дорого. И там еще в брусовых домах идет пакля, потом там идет еще цып, да, и вот так. А здесь вообще этого всего нету. И пакли, и ничего там не используется, сразу здесь собирается. Здесь цельные панели получаются. Многодетная семья Герасимовых заселилась в дом, построенный по технологии Massive Holzmauer летом прошлого года. Глава семьи отмечает, что дом хорошо держит тепло даже в самые сильные морозы, что существенно сказывается на сумме оплаты газа. За весь сезон у меня за газ, это получается, ушло 17 400, да, у меня по чеку. Это очень хороший, получается, показатель, потому что большинство друзей моих, да, там, соседей, все живут в брусовых домах. Это, получается, они в самые холодные, да, вот эти
морозы в месяц платили по 13, по 12, по 14 тысяч. Благодаря этим преимуществам данная технология медленно, но верно продолжает набирать популярность в республике. Так, с 2011 года было построено более 200 домов из деревянных стеновых панелей. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск. Возобновилось движение паромов на реках Якутии. Информацию о паромных переправах, расписание рейсов и стоимость перевозок можно отслеживать через мобильное приложение «Паромы Якутии». Сервис доступен на платформах Google Play и App Store, сообщает Мининновация региона. Приложение было разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису сейчас подключено 5 переправ: Якутск-Нижний Бестях, Качекацы-Махсагалох, Кангаласы-Огород-Тах, Битюн-Амга и Усть-Мая-Эльдикан. Постепенно восстанавливается и расписание полетов аэропорта Якутска. Об этом нам сообщили в пресс-службе предприятия. Метеоусловия меняются каждый час. Сегодня видимость составляет от 700 до 1100 метров. С утра обслужили все рейсы, которые производили полеты. Вчерашние рейсы, направленные на запасные аэродромы, прилетели и вылетели далее по своим маршрутам. Сегодня аэропорт никого не направлял на запасные порты. Метеоусловия позволяют работать аэропорту Якутска в штатном режиме. Пассажиров, чьи рейсы были задержаны или перенесены на другие даты, просят отнестись к вынужденным задержкам рейсов с пониманием. А уже завтра, 15 августа, в России отметят День воздушного флота. Благодаря слаженной работе Мирнинского авиапредприятия жители Алмазного региона могут без проблем летать в другие города. Одна из главных задач – это безопасность. Кто за нее отвечает, узнавала Анна Винокурова. Положить сумку на ленту, выложить содержимое карманов и пройти через рамку. Каждый, кто хотя бы раз был в аэропорту, знаком с процедурой входного контроля. А занимаются этим сотрудники авиационной безопасности. Служба авиационной безопасности. Название говорит само за себя. Благодаря этому подразделению полет пассажиров и само пребывание в аэропорту безопасным. Главная задача службы – не допустить на борт самолета запрещенных вещей. Потому что у нас емкость более с жидкостью, более 100 миллилитров. Вот этот чемоданчик нужно сдать в багаж. Бутылка с водой, бутылек с шампунем или баночка с кремом. Допустимый объем до 100 миллилитров. Сотрудники аэропорта не желают замучить жаждой пассажиров. Дело в том, что под видом обычной жидкости злоумышленник может пронести на борт взрывоопасную смесь и поджечь ее в самолете. Алена Морозова – одна из тех, кто отвечает за безопасность в Мирнинском аэропорту. Проработав в службе авиационной безопасности, узнала у подруги. Девушка шутит, попала сюда благодаря связям. Но случайные люди в САП не попадают. Требования к кандидатам жесткие. Физическое и психологическое здоровье должно быть идеальным. Многие отсеиваются на начальном этапе проверки. Прежде всего нужно быть внимательным, знать свои обязанности и уже с этим работать. Странные пассажиры бывают, и случаи тоже интересные бывают. Вот. Но чаще всего люди летать боятся, и как бы с этим больше их страхи связаны. Часто подходят, спрашивают, а безопасно ли, а как часто у вас бывают какие-то ситуации там, аварийные или еще что-то такое. Вот. Ситуации в аэропортах бывают разные. Даже если вы в спешке забыли сумку или чемодан, проблема для сотрудников. Ведь каждый оставленный без присмотра предмет рассматривается нами как потенциально опасный. Правда, в последнее время люди стали более ответственно относиться к таким моментам, и этих случаев становится все меньше и меньше. За десятки лет в Мирнинском аэропорту не было ни одного серьезного случая, которые поставили бы под угрозу безопасность пассажиров, воздушных судов или сооружений аэровокзала. А если пассажиры чувствуют себя безопасно, цель сотрудников САП достигнута. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Далее к эпидобстановке. Еще 143 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 77. В Мирнинском районе 15 случаев заболевания, в Алданском 8, в Нерюнгринском 7, в Сунтарском 5. По 4 пациента с инфекцией в Аймеконском и Татинском районах, по 3 в Мегино-Кангаласском и Хангаласском. Еще в 13 районах заразились 1-2 пациента. Лаборатории региона исследовали более 3500 проб на ковид.
К другим темам. По предложению Якутии правительство России намерено обнулить ставку за пользование охотугодиями для коренных малочисленных народов Севера. Родовые общины смогут заниматься традиционными промыслами на своих исторических территориях проживания. Предлагается установить нулевой размер ставки и платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона. В пояснительной записке отмечается, что в условиях действующих ставок многие представители КМНС попали в трудное экономическое положение, что может привести к отказу от пользования охотугодьями, росту социальной напряженности и браконьерства. Юные лесоводы отряда «Лесовичок» Солянской средней школы в Алекминском районе трудятся в лесопитомнике в родном селе. Их задача – рассадить кюветы с сеянцами сосны. Эти деревья осенью высадят в Ленском районе на месте сгоревшего леса. За день работы ребята рассадили около 2000 сеянцев. Участие в благом деле приняли сотрудники Центра творческого развития и гуманитарного образования школьников и Управления образования Алекминского района. Напомним, в прошлом году в Солянке открылся первый в Якутии экспериментальный лесопитомник для выращивания сеянцев основных лесообразующих пород деревьев, адаптированных к северным условиям. 4 проекта от Якутии будут представлены во всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию». Также в финал вышел маршрут от Иркутской области Байкал-Аляска, проходящий в том числе и по нашему региону. Таким образом, в конкурсе Якутию представят 5 маршрутов. Это двухдневный тур с посещением ленских столбов, двухдневный тур на реке Лени с проживанием в домиках на деревьях, красота Синских скал и якутские морозы и 7 чудес центральной Якутии. Тем временем в Архангельске завершились съемки документального фильма «Коч». Это часть межнационального проекта «Русское устье. Северный путь». По сценарию представители 3 регионов строят корабль, на котором в будущем отправятся в экспедицию от Белого моря к землям Якутии. Подробности у Максима Кардозы. Километры стружки, звуки молотков и пил, запах горячей смолы. В Архангельском доке в течение месяца шло активное строительство корабля по старинным русским чертежам. Его размеры впечатляют. Длина 19 метров, ширина 6. Под паруса поставят 2 мачты. Такое судно и называется «Коч». Это традиционные поморские суда, которые ходили в Западной Арктике и далее по всему Северному морскому пути, начиная с XIV века. Строились они у нас на Поморье, и по мере продвижения промышленного люда дальше строились в Якутске, в Охотске и далее на восток. И мы решили этой инициативой возродить народное ремесло. Считается, что именно на таких судах в XVI веке новгородцы добрались до территории современной Якутии и основали поселение Русское устье. Энтузиасты решили воссоздать тот морской путь и снять про эту экспедицию документальное кино. Об этом и фильм, как молодые люди из разных мест, которые исторически связаны с развитием Северного морского пути, участвуют в создании поморского коча, который по истории прошел путь от Белого моря до устья Индигирки, где сейчас находится Русское устье. В строительстве принимали участие плотники из Архангельска, Великого Новгорода и Якутии. У Николая Эртюкова в Якутске есть небольшая мастерская. На родине он уже давно мечтал построить деревянный катер. И проект «Коч» для него стал настоящей учебной площадкой. Для себя я узнал больше по технической стороне, по судостроению, да, по терминологии. Под парусом походил. Яхтенное дело для себя узнал. Думаю, я уже вернусь отсюда немного другим человеком. За камерой тоже якутянин. Иван Семенов, известный в республике оператор. Он снимал нашумевшие фильмы «Пугало», «Костер на ветру», «Агент Мамба». Теперь решил попробовать свои силы в документалистике. Основные действия тут все равно они происходят прямо в реальной жизни. И нужно всегда следить, наблюдать. Вот это немного сложно для меня, так как я привык к тем же дублям, дубль 1-2. И это очень интересно, потому что все-таки это настоящая жизнь, она интересна в своих красках. Сейчас творческая команда уже работает над документальным фильмом, премьера намечена на декабрь, а сама экспедиция на Коче запланирована на следующее лето. Максим Кардоза, Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Архангельск. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.